Не стоит нас запугивать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикский политолог категорично ответил на заявление талибов. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикский политолог прокомментировал заявление лидера террористической организации «Талибан» о том, что якобы Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана. По словам замдиректора Института философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана, доктор философских наук Рустама Хайдарова, заявление талибов не имеет под собой оснований. Настолько вот это все лицемерие, лучше вообще даже на него не обращать внимания, а просто посмотреть на простых людей, которые, конечно, окажутся в очень невыгодной ситуации, возможно, там на год, на десятилетие и более. О том, что вся эта история с Талибан позор для ислама, это я уже прошлую неделю сказал. Хайдаров заметил, что оно является подтверждением политического бессилия и несостоятельности движения. Эксперт считает, что провальная внешняя политика непризнанного и марионеточного правительства талибов не дало ожидаемого результата. Они терпят неудачу как во внутренней, так и во внешней политике. Именно поэтому талибам сейчас очень выгодно списывать свои неудачи на вмешательство извне. Очевидно, что движение Талибан, получив власть в Афганистане от Запада в виде подарка, столкнулось с кризисом в управлении социально-экономическими и политическими процессами в афганском обществе, рассказал политолог. Он отметил, что у нынешней власти нет плана по выходу из глубокого военно-политического и социально-экономического кризиса, в котором оказалась страна. Боевики этой организации не приспособлены к мирной жизни и созидательной конструктивной деятельности. Они также не способны решать ежедневные социальные и экономические бытовые проблемы населения, заметил Рустам Хайдаров. Эксперт подчеркнул, что с каждым днем в афганском обществе будет нарастать недовольство среди различных слоев. Как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По мнению Хайдарова, кроме запугивания населения, публичной казни, недовольных людей, средневековых правил жизни, талибам нечего предложить афганцам. Эксперт добавил, что игнорирование и ущемление прав этнических групп приведет к тому, что фронт национального сопротивления Афганистана будет расширяться, и в борьбу с движением Талибан включится все афганское общество. Именно этого и опасаются радикалы. Таджикистан не вмешивался и не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Однако Таджикистан будет твердо придерживаться своей внешнеполитической позиции относительно современной ситуации в Афганистане, уточнил замдиректора Института философии, политологии и права. Политолог добавил, что мировое сообщество должно выработать единую политику в отношении талибов и дать четкий сигнал о том, что Талибан с их внешней и внутренней политикой окажутся в международной изоляции. Заигрывать, дружить с этой террористической организацией и тем более помогать ей является, на мой взгляд, античеловеческим и в высшей мере аморальным поступком, заявил Рустам Хайдаров. Внутри должны все-таки вот проснуться созидательные, эти львы, то есть человек должен почувствовать эту генетическую силу таджикского народа прошлых столетий, тысячелетий, столько ученых, столько разных, не только богословов. И вот эта вот генетика, и вот эта боль за то, что сейчас происходит в Афганистане, и я думаю, что для любого таджика, таджички это должно быть таким очень такой созидательной энергией, чтобы подсобраться и хотя бы запланировать на будущее, что да, может быть, сегодня ты вынужден работать шофером или дворником, но это временно. Ты сделаешь все возможное, невозможное, будешь вечерами читать, изучать английский, перестанешь пить или кидать на свай закидывать, перестанешь курить. То есть ты вот весь свой такой, в том числе генетический, духовный, интеллектуальный потенциал пробудишь, чтобы избавиться от плохого. Вы с ним согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.